Итак, дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня у нас очередной телемост в 11 часов, 11:03. Всем признательна, кто в прямом эфире и кто в записи, тем более молодцы, слушайте, делайте выводы, применяйте, потому что сегодня у нас тема, и тема эта связана с чем? Мы же проходим вообще мышление, разницу мышления бедных людей и богатых людей. При этом, подчеркивая, ни бедные, ни богатые, ни лучше, ни хуже друг друга, а разница только в мышлении. И бедный именно до тех пор бедный, пока он не примет решение стать богатым. И самый золотой актив– это мой характер. Вы можете прям себе это прописать. Мой характер– это самый золотой мой актив. Понимаете, ваш характер у вас никто не отнимет. У вас даже обувь могут снять, там, платье отобрать или костюм отобрать. А вот характер, он всегда с вами. И все люди, как правило, про себя думают хорошо. Это нормально, но все-таки есть такой вывод, и нам нужно сделать, вот из чего состоит путь достижения каких-то серьезных вопросов. Мы решили, например, у нас есть какая-то идея возникла, мечта возникла, мы ее превращаем в цель, и превращая ее в цель, мы, естественно, должны понять, с каким ресурсом цель делим мы на задачи и с каким ресурсом мы будем эту цель осуществлять. Что такое ресурс? Что есть в нас в первую очередь, не у кого-то, а у нас, а потом, что мы добавим от кого-то к нам. Почему? Потому что вместо нас никто ходить и дышать не может. И вот такие качества, как талант, да, и есть качества такие, как настойчивость, упорство и вера, они стоят, и решительность, они стоят впереди таланта. Друзья, повторяю, внимание, особое внимание обратите. У нас может быть много талантов, но они не активированы у нас. И все, что мы видим по зеркальным нейронам у других, вот вы меня сейчас все слышите, у вас тоже есть, что и во мне, но вы его не активировали. И было предложение, что у вас способ уже тренироваться, проводить презентацию, это когда мы завершаем часть темы, а вы потом открываете микрофон и проявляете себя, свои открытия сообщаете, свои рассказываете инсайты, и это вам все можно, и это тренировка. Мы все родились с какими-то талантами, но мы можем сидеть с этими талантами, как пенек трухлявый. Простите за такое метафорическое сравнение, вам понятно будет. Но вот настойчивость, упорство, вера и решительность– это тот ресурс, с помощью которого мы можем что-то решить, что-то достичь. И вот путь наш именно тот состоит к цели, когда мы цель превращаем в задачи, затем задачи у нас происходят команда, и команда тоже я коснусь сегодня еще раз, вернусь под завершение вот этой встречи про команду, и тогда система, и про систему тоже вернусь. Итак, дорогие друзья, из чего же мы состоим? Мы состоим из мышления. Почему мы так много уделяем внимания мышлению и будем весь декабрь уделять ему? Вот. И если у нас правильное мышление, то у нас ресурс. Мы состоим из знаний. Из каких мы знаний состоим? Из профессиональных, в той профессии, которую мы осваиваем или применяем. И как вы слышали, у нас уже сейчас открывается, мы у порога открытия Ассоциации предпринимателей, брейфистов ФАКСТ. Соответственно, тут уже не до шуток, мы готовимся. Вот. Дальше. Какие еще составляющие у нас? Характер. Наш характер, как я уже сказала, это самый золотой актив, потому что он с вами, ваш характер, ты не обманешь сам себя. Можешь обманывать, но в любом случае ты с характером останешься. И действие– это способность, чтобы практиковать то, что полезное. Так вот, какие наши ресурсы? Говорят, хороший человек– это не профессия. Хороший человек– это базовая необходимость.
Но вот этот в хорошем человеке должны быть вот эти ресурсы, как правильное мышление, знание профессиональное, характер, то есть соответствовать тому, что необходимо, отказаться от деструктивных привычек и действия, которые ты способен применять. И тогда мы сегодня разбираем с вами в мышлении разницу страх и любовь. Сейчас я, простите, выключу микрофон. Вот кашля нет, нормально разговариваю. Когда начинаю проводить некоторые темы, начинает вот поле само не дает говорить и дышать и так далее. Значит, продолжаем, дорогие мои друзья. Сегодня у нас тема страх и любовь. И как говорил Роберт Кийосаки, богатый человек тем и отличается от бедного отношением к страху. За всю жизнь я ни разу не встречал ни одного богатого человека, который никогда не терял денег. Впрочем, я знаю большое количество бедных людей, которые не потеряли ни цента. Вот понимаете, разница. Бедный, он никогда ничего не потерял, а богатый терял. И разница в том, что, да, как относятся к страху. И мы разберем сейчас этот момент, чтобы мы диагностируем сразу сами себя и начинаем тогда от чего-то отказываться. Почему? Потому что, тот багаж, который нам уже не годится, он нам не нужен. И нам нужно отказаться от этого багажа. Значит, бедные мыслят категориями страха. Это всегда. Они боятся потерять то, что имеют, и боятся даже денег. Да что же это такое? И они боятся даже денег. И когда деньги появляются, бедные люди стремятся быстрее от них избавиться. Они покупают машину, дом или бытовую технику, все куда-то вкладывают, но боятся потерять их или истратить на повседневные нужды. Обычно они говорят в таких случаях: надо срочно что-то купить, пусть стоит, есть и пить оно не просит. Авось потом пригодится. И мы знаем много своего личного опыта. Покупали лишь бы что купить, куда-то вложить, потому что бессознательно ты это делал. Часто, возвращаясь с работы или откуда-то возвращаясь, тебе продукты вообще эти не нужны, но ты зайдешь в магазин, напрешь этих продуктов, которые вообще не нужны, потом ты их еще выбросишь. Я это тоже наблюдала, бывая у людей. Надо свежие продукты, это вот оно стояло в холодильнике, это взяли, выбросили, и новое снова загрузили, и снова не поели, и снова выбросили. То есть вот эти вот вещи не замечают люди. И большинство бедных людей боится неудач в бизнесе, боятся рисковать своими деньгами, боятся даже управлять ими, потому что думают о возможных потерях. И это все подсознательные программы. Почему у нас есть в первой части МЭЦ фильм «Правила денег»? В 7 части «Магия денег», многие говорят, убрали. Ничего там не убрали. Там обновленная магия денег, чтобы тот, кто буквы не забыл, чтобы читали. Значит, у нормального здорового человека должен быть страх. Выигрывает не тот, кто ничего не боится. Таких людей вообще не бывает. Выигрывает тот, кто умеет управлять своим страхом. Что страх – это инструмент. Я не говорю, что вы должны быть совершенно бесстрашными людьми, нет. Потому что, знаете, все можно, но не все полезно. И когда мы будем на рожон, например, кобра, а мы ее не боимся и лезем ее поцеловать, да, или мы залезли на 10-й этаж и спрыгнули, это уже называется бесстрашный напрочь и отбитая голова. То есть страх, когда мы правильно его ставим за свою спину, а не впереди он нас стоит, у нас получается, что тогда он у нас ресурс, он нас бережет, не тормозит, а бережет от чего-то того, что опасно для жизни. Вот.
И тогда даже самые смелые люди чего-то тоже боятся. Но надо научиться управлять чувством страха. Понимаете, это не нога, не рука, не голова. Это чувство. Чувство страха, которое у нас возникает когда? Когда мы через уши какой-то глупости наслушались, какого-то непонятности наслушались, у нас повредились наши почки, и как следствие у нас сбой в организме, и тогда поврежденные почки всегда человек боится, хотел бы он или не хотел. И потом вот этот страх сидит и живет в человеке, и человек с огромным этим страхом, он питает уже страх. И страх становится больше, чем человек, да? И понимаете. И как это, например, в бизнесе. Если человек боится заниматься бизнесом, боится банкротства, ему очень сложно будет принимать решения. Все дела, связанные с деньгами, будут вызывать страх. Почему? Потому что неизвестность пугает. Это один из видов страха. Страх неизвестного. Страх будущего. Страх обанкротиться там. Есть у меня настройка на освобождение от страха. Если у нас мы сегодня вставим этот кусочек, то мы ее тоже проведем. Значит, неизвестность останавливает всех людей. А смотрите, сейчас мировой кризис. Не кризис, а катастрофа мировая. Мы вообще знаем, что будет. Человек предполагает, а Бог располагает, да? И вот если мы начинаем самопуганием, самоистязанием заниматься, мы становимся в стопор. Что у нас делает рептильный мозг? Он делает, что это такое? Это древний тот мозг. Мы вообще очень такие интересные люди. Мы не вот это только то, что накрасили там личико или там сделали прическу. Мы еще внутри человек. И тогда получается, что если мы смотрим на вот это, во что внутри человек, на себя, почему мы себя-то боимся? А? Мы же сами себя такого создали. И с таким мы и пришли. И вот работать, самое важное, это с собой. Это очень важно. И вот когда я уже говорила, неизвестность всех людей пугает, и она, наверное, сильнее, чем смерть. Почему? Страх неизвестного. А если я не справлюсь? Да? Татьяна Радзеевская, пожалуйста, выключите видео. А то вот вы отвлекаете меня, и я любуюсь вами вместо того, чтобы сосредоточиться на потоке и бегать буду в голове там в каких-то мыслях чудесных. Значит, неизвестность останавливает всех людей, которые мыслят категориями бедности. Вот это тоже, внимание, обратите. Спасибо, Танечка. Неизвестность всегда останавливает только тех, кто мыслит категориями бедности. Диагностируйте сразу себя. Они же не знают, что будет завтра. Но ведь и богатые не знают этого. У них тоже нет дара ясновидения. А у нас есть в 5 части МЭЦ. И когда мы прорабатываем шишковидную железу, восстанавливаем, активируем закальцинированную шишковидную железу, что у нас происходит? У нас ясность получается, у нас вера получается, что я в контакте с высшим миром, своим высшим я, своей душой, у нас ясный путь души открывается, понимаете, да? Соответственно, у нас все шансы есть стать обеспеченными людьми. И тогда получается, что так как они не верят, богатые они не знают, но у них тоже нет дара ясновидения, а вот они, богатые, верят и, опираясь на веру, делают то, что могут и что у них лучше получается. Они не концентрируются на страхе, они концентрируются на действиях и на своей мечте. Возвращаемся. Что такое мечта? Мечта – это мы ее превращаем в цель, цель делим на задачи. Дальше у нас команда, да, и мы что делаем? Мы с этой командой, план же это мы план составили, получается, задачи, и команда, и у нас система. Все, а у нас это все есть здесь.
и нам не открутиться. Значит, у нас, получается, надо работать с мышлением. И тогда браться и делать это все. Так вот, многих бедных людей страх мотивирует. Если бедному предложат найти, скажем, миллион на проект, да, который принесет хороший доход и позволит увеличить вложенную сумму до 2 миллионов, он даже если у него есть эти деньги, побоится рискнуть ими. Понятно, да? То есть он, получается, боится потерь, боится неизвестности, ну всего боится. Но если случится непредвиденное происшествие, скажем, он поедет на машине в магазин, из-за невнимательности столкнется с другим автомобилем, и надо будет возместить ущерб. Бедный, даже если у него нет денег, он их найдет. И вот потому страх его мотивирует. Значит, видите, вот бедный, он только в той позиции, когда что-то случается, заболел, нашел деньги. Вот на что-то такое предотвратить заболевание. Развитие, не, это не нужно. А вот даже 1499 рублей мы не можем почему-то найти, потому что мы не знаем, что будет. А если мы купили 1499 рублей в первый вход начала бизнеса, то что это такое, я не понимаю и не хочу понимать. Вот это наблюдайте за собой, может, это откликается о вас. Вот. Если жизнь загонит его в угол, бедного, поставит в безвыходное положение, он примет решение, потому что обстоятельства, именно обстоятельства его заставят. Но возможность стать богатым он побоится использовать, потому что у него есть выбор. И он просто не станет рисковать. Вам понятно, да? Вот эту часть мы разобрали. Если вы себя узнали, порадуйтесь, что вы хоть обнаружили, диагностику себе сделали. А вот сейчас о богатом мышлении. Богатые мыслят категориями любви. Смотрите, бедные категориями страха, да, страх или их тормозит, или наоборот подстигает к чему-то. Это их инструмент, можно сказать. И даже не инструмент, а правитель. Он главнее, чем человек. А вот богатые мыслят категориями любви. Что это значит? Все мы слышали истории о том, как ради своей любви люди преодолевали любые препятствия, да? Любые трудности, потому что любовь мотивирует. Оказывается, есть всего два лекарства от страха – любовь и знание. Внимание, внимание, записываем прям. Есть всего два лекарства от страха – это любовь и знание. Это значит, что влюбленный человек может справиться со страхом. Если ради своей любви ему надо будет совершить подвиг, он это сделает. Вспомните, историю всех героев вдохновляла любовь к родине, к родителям, к девушке. Вот этот вот момент тоже. Возможно, вы с этого как бы ракурса не смотрели, не было такого взгляда, чтобы посмотреть, что такое любовь и что такое знание, да? И вот человеку страшно, но он, преодолевая страх, делает такие вещи, которые, ну, в здравом уме, в спокойном, перепуганном, допустим, в бедном мышлении он бы не сделал. Значит, рост это дает нам, да? Это значит, что влюбленный человек может справиться со страхом. Если ради своей любви ему надо будет совершать какой-то подвиг, он это сделает. У тех, кто мыслит категориями бедности, свое отношение к доходам. Часто они действуют так. Заработал какую-то сумму, расслабился, отдыхает. Отдыхает, ничего не делает уже. Ну, деньги же есть, да, зачем что-то делать? Как только почувствует, что деньги на исходе, начинает снова активно работать. Таких людей подталкивает к активным действиям приближающееся безденежье, страх потери денег, страх отсутствия денег. Понимаете, да? И есть такие люди, которые, заработав, скажем, 100 тысяч, живут на эти деньги, пока они не закончатся.
Мотивировать их может только угроза полного безденежья. То есть они ничего не делают, они вот расслабься, не беспокойся, называется. Все хорошо. Вот. Деньги кончаются, семью надо кормить, значит, надо снова работать. Богатые думают по-другому. Они говорят, деньги на сегодня есть, надо использовать возможность и продолжать работать ради своей семьи, чтобы обеспечить будущее. И они продолжают трудиться. Богатые говорят, я должен быть богатым, потому что у меня есть дети. Бедные говорят, я бедный, потому что у меня есть дети. Вот эту разницу прям зафиксируйте. И у вас диагностика будет, как человек разговаривает. Я из-за детей что-то не получил, или я благодаря детям что-то достиг. Видите, в одной и той же ситуации мышление богатого и бедного разное, и мотивация у них разная. Просто богатые мыслят категориями любви, и ради нее, ради своей семьи, они готовы преодолевать трудности. Но при этом необходимо приложить немало усилий, чтобы гармонизировать свои супружеские отношения. Это возможно, если вы встанете на путь саморазвития и личностного роста. У меня была клиентка, которая сказала, что я 15 лет жизни отдала на воспитание мужа. А вот интересно задать вопрос. Она что, мама его, да? Вообще-то 18-20 лет мужчину создает мама, а потом она уже отдала его, именно она играет большую роль в формировании сына как личности. А потом появляется другая женщина, а все начинает ломать и переделывать его по-своему, что вот вредно делать. Ты же природу его ломаешь. Вот эти отношения свекровь и теща– это разные отношения. Смотрите, мы еще раз давайте шаг сделаем во взаимоотношения. Получается, свекровь, она звучит «всея кровь». И дети, как мы уже с вами заранее, не сегодня, а ранее говорили, вообще-то дети все у мужчин, и мужчина делает женщину мамой своих детей, то теща уже все сделала, отдала дочь, а дочери надо узнать, чем кормила мать, и суметь понять, и не ломать, а сохранить и не поломать. Если ж ты брала себе мужа, который он был, ну, каким-то образом тебя притянул, то тогда нужно подумать, а что вообще это, ну, я делаю? Почему я его делаю, ну, ломаю? Мужчина никогда не будет меняться. Он всегда, каким он был, таким и останется. А женщина, она приспосабливается, ее природа другая. И вот получается, мать играет огромную роль в формировании сына как личности, а потом появляется вот эта вот женщина, которая все ломает и переделывает по-своему. И в последующие годы меняются привычки, представления, все прежнее, да, вот это воспитание. Тогда вот этому есть причины. Давайте мы расскажем о тех из них, о которых вам надо знать. Когда мужчина женится, он надеется, что выбранная девушка останется такой на всю жизнь. Но, к сожалению, он глубоко ошибается. Он видел очень много девушек, но выбрал ее и женится с этой надеждой. Но здесь мужчину ожидает разочарование. А теперь смотрим на это с другой стороны. Когда женщина выходит замуж, она надеется, что мужчина изменится. Мужчина думает, чтобы она не изменилась, девушка, а женщина думает, мужчина изменится. Ее постоянно что-то не устраивает. Она думает, да, он хороший, милый, но был бы
чуть-чуть решительнее, настойчивее, терпеливее, умнее там и так далее, да? И всю жизнь она пытается его перевоспитать, изменить. И в этом корень всех разногласий. По большому счету, успех мужчины, конечно, зависит от женщины. От той женщины, которая рядом с ним присутствует. Если жена умеет вдохновлять и тактично поправлять, не задевая его самолюбие и достоинство, он может горы свернуть, он будет расти. Очень важно, чтобы женщина не упрекала, когда у мужчины что-то не получается. Очень важно, чтобы она не дала ему понять, что он неудачник. Даже самый успешный мужчина, попав в руки сварливой, вечно недовольной чем-то женщины, потеряет веру в себя и скатится вниз. Почему это? Сейчас я скажу. Он мог бы добиваться многого, но не чувствует благодарности, поддержки. И со временем ему становится неинтересным сам успех, потому что, по большому счету, мужчине все это не нужно. Ни дома, ни машины, ни квартиры, ну ничего ему это не нужно. Он все это делает ради женщины. Напоминаю, как я вам говорила, мужчина не может и не должен жить без женщины, ибо его дух устает, так природа устроила, а усталый дух покидает тело. А женщина может, но не должна жить без мужчины, ибо она перестает осознавать себя женщиной. Ему достаточно необходимого вообще всего простого. Да все ему, ну все. Он может легко обеспечить себя, ездить по миру и жить ему так, как хочется, а вот это все он делает для женщины. Но если женщина обесценивает его, почему нам на примере мужско-женских отношений проще? Потому что у нас у всех есть какой-то опыт. Но как только в жизни мужчины появляется любимая женщина, возникает желание, у него желание возникает добиться успеха, и он готов горы свернуть, чтобы стать достойным ее. Он начинает заботиться о ней, отказывая себе во всем. Именно тогда его жизнь становится насыщенной и интересной. Кстати, кто пошел уже в ФАКСТ, там будут программы, мне понравилось, взаимоотношения с женщиной. Там еще ряд таких программ. И я подумала, ну мы женщины там не написали взаимоотношения с мужчинами, а это вот именно Аверзев Константин Леонидович дал эти новые программы. Они ударили по самому дорогому, что у меня есть. Кто они? Тебе их много, что ли? Так, что там мой соорганизатор включил микрофон. Сейчас попробую выключить. Ага, справилась. Значит, однако семейная гармония возможна только в том случае, если женщина благодарна. Вспоминайте, я как-то говорила вам, вот когда мы учились на психологов, мы Николай II, когда я училась, у нас была психофизиология и изучали психиатрию тоже. И там вот психические диагнозы. И самый простой ЗПР, да. И вот это исследование делали, прям ученые делали, что если у женщины ЗПР, а мужчина нормальный, союз не сохранялся. А если у мужчины ЗПР, а женщина сама развитая, мужчина выздоравливал и становился другим, да. Понимаете, семья сохранялась, и ну, она не меняла его. Какую роль играет женщина вообще везде и всюду? Она не главная. Но когда женщина в порядке, то тогда все получается хорошо. Значит, смотрите, семейная гармония возможна только в том случае, если женщина благодарна. Вот нам надо научиться благодарности. И всего две вещи необходимы мужчине. Это добрые, ласковые слова и благодарность. Все, больше ничего. Вот это вот добрые, ласковые слова и благодарность. Эти две вещи так вдохновляют мужчину, что они готовы исполнить любое желание.
Поверьте, любого бомжа можно сделать королем, если рядом с ним будет мудрая женщина. Всех великих мужчин сделали таковыми женщины. Но и мужчин-неудачников неудачниками чаще всего тоже сделали женщины. Я подчеркиваю, не всегда, но чаще всего. Ну, хотя мама могла, она же тоже женщина, она тоже могла его как-то настроить. И вот здесь, конечно, необходимы знания, важно понимать психологию мужчины и женщины. А нас этому никто не учил. Родители об этом не говорили, в школах это не преподавали, в вузах тоже не преподавали. Мы просто знакомились, чувствовали взаимную симпатию, влюблялись и женились. И так оно поколение за поколением так было. Но ведь в искусстве семейных взаимоотношений можно об этом почитать в книгах. Многому можно научиться на курсах и тренингах. А у нас есть программа в 7 части «Прощение». В 5 части у нас есть «Наполнение окружения себя любовью». В 5 части есть МЭЦ-программа, которая называется «Восстановление репродуктивной функции и всей мочеполовой системы, и также там эндокринки». Ну, просто не описывается, достаточно тех фраз, которые сказали, но мощное восстановление. И также там есть программа решения проблем во взаимоотношениях. Нам не надо бежать на тренинг, мы вполне спокойно можем аккуратненько себя приводить в порядок, но целенаправленно. Вот. И тогда что такое аспекты отношений между мужчиной и женщиной? Вот мы это будем разбирать и разбираем уже на предновогоднем курсе, друзья. Мы молодцы. И тогда еще правильно выбрать спутника жизни. А мы сейчас почему о спутнике жизни? Мы же сейчас в нашем единстве, мы попутчика надолго выбираем. У нас не временное такое явление Международная общественная благотворительная организация «Единство», брифинг. Это не на секунду, не на день, не на полдня, не на час, не на год даже. Это на годы. И кто с нами попутчики, это тоже спутники жизни нашей. Неважно, это мужчины или женщины, но это так. Многие люди не добились успеха именно потому, что им не повезло с семьей, хотя они были и умными, и образованными, и талантливыми. И также у нас может не повезти с партнерами, хотя ты можешь быть умным, образованным, талантливым, решительным, с хорошим характером, не ту команду набрал. Поэтому своевременно надо все обдумывать, и мы как раз занимаемся, мы готовимся к тому рывку, который у нас будет в 2026 году, потому что это год новых начинаний для всего мира. И мы уже будем готовы. И вы можете спросить себя, а как выбрать спутника жизни, чтобы не ошибиться? Или, а как выбрать себе партнеров стратегических, чтобы не ошибиться? И вот существует много критериев, по которым можно определить ваши шансы на счастливую как семейную жизнь, так же и на счастливые взаимоотношения в партнерстве. Выбирайте человека по его сущности, а на все остальное не обращайте внимания, все остальное второстепенно. Вот это базовое. Есть у человека сущность его настоящая, суть его. Вот мы возьмем Кругликову. Она не предаст и не продаст. И вот все, которые пришли к ней, они знают, но когда пришли к ней, простите, что я по фамилии назвала только Анну Владимировну, и все, которые к ней пришли, они знают, что можно ей на шею даже сесть, и она провезет. А это неправильно. Она не вытянет на шее. Сейчас придет время, все станут на ноги на свои и пошли в своем темпе.
Вот. Вам надо знать только главное в человеке: его характер, внешность, национальность, вероисповедание. Все это нужно оставить в стороне. Для нас не имеет значения в партнере. Я почему вот перехожу с супружеских отношений на партнерство. Это тоже отношения. И вот есть сущность человека, да, это главное. А вот характер, внешность, национальность, вероисповедание — все это в стороне, потому что только сущность не меняется, все остальное может со временем измениться, и характер тоже. Я вот по себе знаю, я взрослый человек, и как я хотела всегда делать, не навредить людям, и я никогда букашку. Вот у нас получается оттепель какая-то, зимы нету, и я окна открывала, и залетела дурная какая-то муха симпатичная. Понимаете, просто она такая залетела, малышка. Я думаю, ну что, я же ее не буду прибивать, оно же живое существо. Вот. И получается, я с ней поговорила так, ну, не то, что по-сумасшедшему, сказала: слушай, не маячь передо мной, если хочешь быть живой. Спрячься где-нибудь, поспи лучше. А тут вот приходил сын, вот, собирал стол. Он говорит: ой, у вас муха летает. Я говорю: да, она прилетела, она ночует, говорю, у меня в ванной на шторке. Вот представляете, вот это вот существо, букашка какая-то, да? И он говорит: мам, я на вас всегда удивляюсь. У вас, говорит, цветы не поливаете, растут. Люди оживают и так далее. То есть я такой человек, это моя суть. Вот знаете, суть свою знаете. Вот сама суть человека, сущность, она не меняется. А вот это вот даже характер может поменяться. Внешность, естественно, поменяется. И на это не обращайте внимания. И вероисповедание не обращайте внимания. Оно тоже не важно. Значит, что получается? Не надо выбирать по критериям красивый, симпатичный, сексуальный. Самое главное, чтобы его сущность соответствовала вашим представлениям, вашему мировоззрению. Тогда вы можете вместе жить, как с партнером, также и с партнером развивать бизнес. И вот сейчас мы будем не только развивать степ-брейфинг, вот здесь развивать, да, на новой стратегии. У нас еще будет площадка усиливаться. Мы еще будем развивать новый вид бизнеса. Кто-то пойдет в ассоциацию предпринимателей, брейфистов, ФАКС, да, это так называется. И вы поймите, вот кто-то захочет и со мной пойти, я не всех захочу взять, это правда. Потому что там уж точно надо быть другим. А почему другим надо? Ну, там уровень другой. И, соответственно, думайте, мы вот цитату я сказала, но еще и мы к ней вернемся, что каким мне или какой мне следует стать для того, чтобы получить что-то или с кем-то быть. А теперь еще такой момент. Еще раз напоминаю, самое главное, чтобы сущность человека соответствовала вашим представлениям и вашему мировоззрению. Тогда вы вместе можете и дела делать. Если это человек вот, ну, близкий, внутри, ты потом не видишь, как он выглядит, тебе кажется, она красавица или он красавец. Мы все красавицы и красавцы. Но любить можно не только членов своей семьи. Мы же сегодня о страхе и о любви, да? Разница. Страх — это всегда удел бедных, а вот богатые, тут мы вот, видите, обширно как разбираем. Все богатые люди любят свое дело. Они очень хорошо разбираются в том, чем занимаются. Им нравится то, что они делают. И вот ни один богатый человек не работает просто ради денег. Это вот
понятно, это вот наблюдения такие. Деньги– это побочный продукт. Работают они ради совершенствования своего мастерства. Ведь у них есть достаточно денег у богатых для удовлетворения своих базовых потребностей и исполнения любых желаний. Но они все равно не прекращают работать и продолжают заниматься своим делом. Вот сравнивайте, бедные что? Заработал деньги, бросил работать, потратил деньги, начал работать. Богатый же продолжает, продолжает и продолжает. Любая работа, которая делается с любовью, приносит успех. Если богатого человека попросить помыть пол, он будет делать это с удовольствием. А если бедного попросить посчитать деньги, он недовольно спросит: я один должен посчитать эти деньги? Все определяет отношение. Соответственно, подводим итог. Подводим итог. Давайте я вам притчу расскажу. В одной далекой стране правил король, у которого были свои традиции. Всех пленных, которых захватывали во время войн, он собирал в одном огромном зале и говорил им: «Я дам вам один шанс. Посмотрите в правый угол зала». Пленники обращали свой взгляд вправо и видели воинов, вооруженных луками со стрелами и готовых в любую минуту выстрелить. «А сейчас, — продолжал король, — посмотрите в левый угол зала». Повернувшись влево, пленные видели ужасную черную дверь. Огромная, тяжелая, она была увешана частями человеческих тел. А на месте ручки находилась рука от трупа. Даже представить себе эту дверь было ужасно, не то что смотреть на нее. Удовлетворенный произведенным впечатлением, король предлагал. Сейчас, подождите, я выключу микрофон. Ага, вот хорошо. Король предлагал, делал такое предложение: у каждого из вас есть выбор: умереть пронзенными стрелами моих лучников или открыть черную дверь и остаться взаперти за ней. Решайте. И всегда происходило одно и то же. Один за другим пленники смотрели сначала на черную дверь, потом на лучников и говорили королю: лучше смерть от стрел, чем открыть эту дверь и оказаться запертым за ней. Тысячи воинов избрали смерть от стрел, и ни один из них не решился открыть черную вот эту дверь. Но вот войны закончились, и однажды один из лучников подметал огромный зал, когда в него вошел король. Солдат, трепеща от страха и сгорая от любопытства, с почтением обратился к королю. «Ваше Величество, меня всегда интересовало, не гневайтесь на меня за вопрос, но что скрывается за этой черной дверью?» Король ответил: «Ты помнишь, я всегда давал пленным право выбирать. Так иди и открой эту дверь». Солдат, дрожа от страха, осторожно приоткрыл дверь, и из нее на пол упал яркий луч солнца. Он открыл дверь шире, ему в глаза ударил солнечный свет и чудесный аромат луговых трав и цветов наполнил его легкие. Лучник увидел, что черная дверь выходила в поле, где начиналась широкая дорога, и понял, что ужасающая преграда открывала дорогу к свободе. Все мы носим черную дверь в своем сознании. Это наши страхи. Но если сделать шаг, всего лишь шаг навстречу своему страху, и его страх поставить за спину себе, то можно увидеть луч солнца, озаряющий нашу жизнь. И часто наши страхи останавливают нас, мешая достигать поставленные цели. Преодолевайте страх. Научитесь управлять им. Думайте категориями любви, ибо только любовь способна вдохновить на преодоление любых препятствий.
встающих на пути к мечте. Каждая мысль, которая приходит нам в голову, каждая идея, которая нас вдохновляет, это озарение. И именно в таких мыслях заключается наша свобода. Но они приходят к нам не тогда, когда вокруг все благополучно, а наоборот. Они приходят, когда реальность страшно далека от мечты, когда нас одолевают проблемы. Нам нужно найти в себе силы именно в этот момент заниматься поиском решения, потому что настоящая свобода кроется как раз в решении этой проблемы. Другого пути к мечте нет. Дверь к свободе всегда выглядит страшно. Вам нужно прямо сейчас открыть эту дверь и почувствовать полную свободу в душе. Открывайте же дверь поскорее. Итак, мы с вами сегодня провели такую встречу. С чего мы начали? Мы начали с того, что я задала такой вопрос, и вы этот вопрос себе задайте. Какой или каким мне следует стать или необходимо стать, чтобы я стал как профессиональный брейфист? Что такое профессиональный брейфист? Что такое чувство любви? Что такое чувство страха? А что такое профессия брейфиста? Это какое мышление правильное должно быть у меня? Какие знания профессиональные они должны быть у меня? Какой мой характер соответствует? Ну, мы характер же можем и менять, да, потому что это наш актив. Вот. И какие действия я способен практиковать? Напоминаю, качество брейфиста активного, не пользователя программ. Хотя это хорошо, когда вы пользуетесь программами, но брейфист подразумевается, что он пользуется программами, безусловно. Почему? Потому что он осознает, что это такое. Я вам обещала, смотрите, почему вчера такие были рывки, а сегодня нет. В этот период, когда мы проводим нашу встречу, нагрузка на интернет больше, а вечером меньше, когда попозже. Когда будут силы, и мы соберемся, я возьму сколько-то людей, я проведу тогда, чтобы еще раз короткую, как инструмент по программам МЭЦ, но на сегодняшний день пока пользуйтесь то, что мы сделали вчера. А сейчас напомню, под словом «активные партнеры» подразумеваются брейфисты. Это люди, которые с опытом пользования компьютером, смартфоном. Сразу отмечайте галочку, можете ли вы это, да? Дальше. Дальше. Имеющие опыт построить команду, даже пусть маленькую, да, но и далекий, давний опыт. Когда-то хоть кем-то ты руководил. Да даже если ты была домохозяйкой, и у тебя там сколько-то детей и муж, ты тоже как-то руководил, организовывал это. Это тоже построение команды. Дальше отмечайте, есть ли у вас это качество. Дальше такое качество, как имеющий большое желание помогать себе и другим людям. Обратите внимание, помогать себе и другим людям. И способные получить и воспроизвести правильную информацию, понять ее, не искажать. И принявшие идеи и цели стратегии. Да что же это такое, прошу прощения. Вот. И принявшие идеи, цели, стратегии, сделавшие бизнес своим. То есть взять за него ответственность, чтобы быть самостоятельным человеком, самостоятельной единицей. Не пытаться сесть кому-то на шею, не сажать никого себе на шею или не давать кому-то плясать у себя по голове. На этом наша прекрасная встреча завершается. Я думаю, тема полностью раскрытая, у вас есть о чем подумать. Что такое страх и кому, и чаще кто ним пользуется. И вот притча про дверь тоже вы, да, понимаете? Мы начинаем жить с нуля. Всем вам сил, света, добра. Сейчас я проведу вам еще одну практику освобождения от страха.